Друзья, сейчас мы находимся в Кукмаре на территории хлебзавода Рамазан Икмеге. И сегодня мы хотим узнать, как повлиял кризис и повлиял ли он на деятельность хлебзавода. И нас встречает один из руководителей производства Ильнур Юнусов. Ну, Ильнур, рассказывай, что печете, для кого печете, куда поставляете вашу продукцию? Ну, мы выпекаем хлеб и хлебобулочные изделия. Мы, скажем, малый бизнес, индивидуальные предприниматели. У нас семейный бизнес. Хлеб, выпеченную продукцию, хлебобулочные изделия поставляем в Кукмарский район. Ближайшие районы это Балтасинский, Мамадышский, Тюлечинские районы, Сабинские районы, Республика Татарстан. Также поставляем продукцию Вятско-Полянский район Кировской области. Сейчас хочу вас пригласить на наше производство, чтобы вы наглядно увидели, как выпускается хлеб и хлебобулочные изделия. Сейчас увидим, как пекут вкусный хлеб. Все как положено. 36,4. Все как положено, как требуется. Проводим все этапы дезинфекции. Ну что ж, мы сейчас находимся в производственном цехе хлебзавода Рамазан Икмеге, Кукмара. Сейчас передо мной стоят руководители этого хлебзавода Ильнур, Ильшат. Ильнур, Ильшат, как вообще удается в условиях последних 2 месяцев вообще заниматься производством? Ну, те же мощности в условиях самоизоляции смогли сохранить, приняв соответствующие дополнительные меры. Это как масочный режим, использование антисептических средств, более частая уборка, влажная уборка помещений, установка облучателей закрытого типа для очистки воздуха. В условиях самоизоляции мы даже чуть-чуть выросли, потому что народ в основном сидит дома. Закупает и хлеб, и другие продукты. Да, потому что работают только продуктовые магазины. В условиях самоизоляции работали. Народ, соответственно, прирост небольшой был. Ильшат, ты являешься самым молодым руководителем хлебзавода. Удается тебе руководить с таким огромным процессом? Да, потому что каждый день отпускаем хлеб с 4 утра, сами привозим сырье, смотрим качество, самое главное. Такому молодому человеку, как ты, наверное, хочется и погулять, да, и где-то с друзьями потусить. Ну, в это время уже гулять неохота, только охота смотреть производство, чтобы производство развивалось. Я думаю, можем сейчас уже посмотреть, да, этапы производства, что как вообще происходит, да. Как выпекается хлеб и другие хлебобулочные изделия. Ильнур, во время изоляции пришлось ли хоть на какое-то время остановить производство? Во время изоляции работали в штатном режиме, просто как предпринимали дополнительные меры. Это измерение температуры сотрудников каждые 4 часа. Вот сейчас по рекомендации Роспотребнадзора, санэпидемстанции измеряем температуру сотрудников. Раз в неделю сдаем отчет, какие меры предприняты. У нас пищевое производство, у нас усиленные меры и до режима самоизоляции действовали. У нас одними из первых в районе на пищевом производстве внедрили систему ХАСП. Это безопасность продукции на каждых этапах, так скажем. Начиная от приемки сырья, заканчивая до отгрузки в магазины готовой продукции. Ильнур, а ты вот сказал, что вам даже удалось повысить, да, уровень, объем производства на 5-7%. А какую продукцию в основном вот, вы изготавливали? Социальные хлеба, массовые хлеба, скажем. Это дарницкие, пшеничный высший сорт, первый сорт, батоны, баранки. В течение этого года планируется открытие нового цеха, и там уже планируем закупить там более совершенное оборудование. И планируем расширить штат работников и ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас будет осуществляться выгрузка муки в Дижу по системе бесстороннего хранения, дозирования муки. То есть все происходит автоматизированно, да, у вас? Да, по рецептуре задается нужная мука, нужная развесовка, бункер-дозатор, все это собирается, Дижу подкатывает, нажимает кнопку, и все выгружается автоматически. А что это за тесто? Что будет из этого теста готовить? Хлеб пшеничный из муки высшего сорта, формовой. Вы даже по цвету муки, да, определяете, что за изделие будет готовиться? Ну и по цвету муки, и по примерному объему. А по времени сколько всего замешивается? 14 минут. Примерно. 14 минут? Да. Тесто отстоялось 40 минут. Сейчас будет прокручиваться и пойдет уже на деление. Будет процесс деления осуществляться, потом в расстойку, в расстойке подниматься до
готовности, час-полтора, в зависимости от сорта хлеба. И дальше уже в ротационную печь для выпечки. Какая красота. Вот уже дежопрокидыватель. Идет тесто. Будет подниматься и выгружаться тестодеритель. Вот из этой емкости сколько хлеба смогут испечь? 180 буханок хлеба. Вот из этого всего 180 Да. буханок хлеба выйдет. А сколько в день замесов делаете? За сутки, скажем так. По дарницкому хлебу, наверное, порядка 70 замесов. Ильнур, и все раскупается? Есть вот спрос? Есть Все спрос. уходит до последней буханки? Выпекаем в основном по ранее поступившим заявкам. Спрос есть. Это основной вид хлеба наш, который мы производим. Как раз вот с буквой «Р», хлеб с печатью. Это дарницкий. Да. Здесь уже этап формовки хлеба. То есть тестодеритель выдает нужный вес изделия. И, соответственно, пекари укладывают формы. А вес одного хлеба сколько должен быть? Вес одного хлеба после выпечки 600 грамм. А вот тесто вот этого? Порядка 700 грамм. 100 грамм хлеба упек. А здесь вы изготавливаете... Бараночные изделия, баранки сдобные. Делительно-закаточная машина осуществляет вот формовку теста, округление его. Вы каждый день печете вот эти вот баранки? Каждый день Сколько вот вы сбываете, получается? Сколько у вас уходит на продажу? 200-300 килограмм ежедневно. Чуть-чуть с запасом делаем и в зависимости от заявки, сколько надо, столько выпекаем. Все в зависимости от заявки. Ильнур, а вот в сутки вы сколько видов хлеба и сколько видов изделий вообще замешиваете? Ну, в сутки 40 видов хлеба и хлебобулочных изделий мы производим. В общем, если взять в тоннах, это сколько получается? Порядка 8-9 тонн ежесуточно. 8-9 тонн Да. каждые сутки? Да, это 380 торговых точек ежедневно. И 18 машин это все разводят в 380 торговых точек ежедневно. Это ведь еще нужно, чтобы население успевало все это купить, употребить, и каждый день столько всего производить, это, конечно, масштабы очень большие. Ильнур, а какое оборудование у вас здесь стоит в цехе? Мы используем российское оборудование. Это у нас вот печи, расстойки саратовской фирмы «Восход». А почему именно российские? Они лучше или государство как-то помогает их приобрести? По качеству выпечки цена нас устраивает. Ильнур, что это за оборудование у вас тут? Это у нас машина для резки сухарей. То есть вот сухарные заготовки. Мы вчера их выпекли, они сутки у нас простояли. Это по технологии, да, должно Да. быть так? Сутки. Мгм. То есть сухари делают не из старого уже, да, твердого, черствого хлеба, а для этого за сутки до того, как нарезать вот эти сухари, выпекают специальные заготовки. Правильно, да? Да. Я поняла. И уже потом, после суток, их вот так вот нарезают. И затем уже Сушат в печи. отправляют Да. на сушку. Нарезают, укладывают и сушку. Опять в ротационную печь. Так рождаются сухари. Это вот вам секрет настоящих вкусных сухариков. Вот вы можете наблюдать процесс выкатки хлеба, готового хлеба уже, из печи. А сейчас мы здесь испекли какой хлеб? Дарницкий хлеб. Дарницкий. Для каждого хлеба печи есть своя определенная программа. Там выставляется время выпечки, в каких температурных режимах выпекается хлеб. То есть процесс выпечки полностью автоматический. Печку засунули, нужную программу нажали. То есть мы правильно поняли, что для каждого изделия у вас своя технология, да? Время выпечки, время замеса. Да, в печах время там один раз выставляем автоматическое время, программу выпечки, то есть весь цикл от и до там автоматическое время осуществляется. Это уже процесс выгрузки готового хлеба. Можете наблюдать. Наши хлеба с буковкой «Р». Ильнур, сейчас мы подошли к очень, опять-таки, суперсовременной какой-то машине. Что делает это оборудование? Тут происходит процесс, скажем, создания батона, деление тестовых заготовок, округление, предварительная расстойка, раскатка батона. Уже в конце тесто приобретает вид готового батона. Рамазан abi indi көріп тұрабыз.
Sizning shunday zo'r territoriyada ish olib borila, aynan Kurshitira rayon ovullarni икмәк produksiyasi bilan ta'min etib turasiz. Narsadan boshlandi bu ish umuman? 21 yıl elek iyonda belekegine pikane tüzüp 45 kvadrat metreli şunda işimizni başlayıp verdik. Başta 60-70 ipi şuradan üzümüzü kibitlerine sattık. Ondan sonra abyonlarını üstürüp, alga taba motoruna onda pikane zoraytıp, tam pristroylar salıp, onda şedik, edeki taşlandık sihasik teritoriyasında zdaniyeler satıp alıp, bana şuşlay motorunu aytıp eretlep çıktık bu zdaniyeler. Manda bugün günde 87 kişi hizmet kuya, 87 kişi işlediğen söz. Şolay yok, manda bugün 9 tonda artık günge produksiya iştirip barabız. 40 türlüden artık produksiya şakın sayın. 380 targoy toşka üzümüzün produksiyonu, üzümüzün tekniklerini taratabız bugün günde. Üzüm yine başlayıp jibergen işini bugün günde ullarım, iki ulam üzüm bilen birge bütün simyabız. Şunda hizmet kıyabız. Motorunu aytıp işini alıp barabız. Ni işin mine ipi pişiru bilen şug'ullana boshladingiz siz? Ni işin mine boshqa biror xizmat tugul? Men üstem ko'p simyalı, ko'p simyada indayman. Bizning aniyimiz uyda ekmek pişiradigan uloqlara ekmeklar bekli. Qiyin deb aytayman endi. Ani pishirgan ekmekning isi meni bugungi kunda da hamon burunda turadi. Buna berakda etlarga sho'lg'andir. Shu ishingizni yo'birga kerak degan o'ylar bo'lmadimi sizning? Yo'birga kerak degan o'ylar bo'lmadi. Bir boshlagan ishni yorti yo'lda qilaturgan kishi tugul. Men o'zim da mana bolalarim da shunga ko'ra o'zim bilan birga ishlaringda. Ishni mendek summadan, mendek ko'lam ақшаdan boshlab jibergangizni xotirlaysizmi? Boshlab jiberganda bir tiyin ақшам yo'q edi. Birisini aytib kerak. 14 yil yarim rayfa sistemida ishlab chiqib ketdim. Shundan opalar Surgutdan qaytdilar, opamlar, ular berib turdilar ақша, iyonda belekegine Pikerneyi belekeyine kibitip, bana şu etkenimçe indi. İski abarniler jiyip, onlar vatlarlar bana şu öğretilip, 60-70 ipiden başladık. Bana şu aytıp Ekranbükü'ye üzümüz okşa işlep tabıp. Sizin Kurshitira yoqlarda kundoshlar degan kishilar da bordir bek. Kundoshlik bo'larga tegish har vaqtda. Kundoshlik bo'lu o'sha kishini olg'a tabatara har bir narsa bo'yicha. O'sha kishi ularga tegish necha ketib mana shu konkurensiya vaqtida olg'a taban ishlarga tegishimiz, necha ketib yasharga tegishimiz. Ramazan abi sizning ekmeklarning biror nendek shunday sekretniy retsepturasi bormi? Har bir narsani, har bir ishchi texnologik prosesni yerine yetkazib kerak tegish. Agarda sening qomiring yerine yetkazib ashimay ekan, ilik kerakli siryon solinmagan ekan, u vaqtda temperaturasiz bo'la olmaydi, kashifturasiz bo'la olmaydi. Har bir narsani o'rganishga kerak. Даже aytim var, düşmanının da yaxşı yağan üren üzüne olan faydalan diye. Bunday dereceye жетуning nendek siri bor? Yaş vaqtdan endi tirish xizmatda yashashga tirishdim. Olg'a intilib yashashga tirishdim. Meni bu rayon yetakchiligi bizning ishimizga, har bir narsa bizga o'ng'ay bermaymi? Chunki biz shu bizning xizmatimiz rayonning da pokazatellar bo'lib boraydi olg'ata va 16 dekabrda Rüstem Nurgaliyev buldu bizim rayonda sessiyada bizim предприятияны көріп qarab ketdi. Zor baya berdi bizim işimizge. Daha bir taplar rayon yetakçiligine, Respublika yetakçiligine rahmetimni aytasi keladi. Bizim işimizni shulay zo'r etib e'langa o'zimizning butun xizmatimizni yoritib, yerine yetkazib boshqarishga tirishamiz. Ильнур, как известно, хлебзаводы не входят в те отрасли бизнеса, пострадавшие от коронавируса. И тем самым, может быть, вам оказывают какие-то другие меры поддержки? У нас планируется увеличение субсидий со стороны Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан на социальные виды хлебов. Уже в начале года получали субсидии на социальные виды хлебов. А местные органы самоуправления как-то помогают вам, оказывают какую-то поддержку? Местные органы самоуправления помогают. Вот недавно к нам приезжал президент республики Рустам Нургалиевич. После его приезда вот совместно с муниципальными властями сейчас решается вопрос газификации нашего производства, проведения газа и благоустройства территории. Ильнур, увеличился объем производства, вырос спрос у населения и, может быть, уже поменялись как-то цены, розничные цены на ваши изделия? Розничные цены на изделия растут каждый год, потому что цены на сырье растут, курс валюты тоже на нас как-то сказывается.
Ну, в течение 2020 года, наверное, цены выросли от 3 до 5%, а цены на сырье возросли серьезно, можно сказать. В некоторых случаях до 15-30% на некоторые виды сырья. То есть поставщики тоже поднимают цены? Да, поставщики тоже зависимы от курса валюты, ситуации. А вот в основном на что выросли цены? Цены на сырье из муки, вот ржаная мука, за последний год очень сильно подорожала. Там прирост, наверное, в 1,5 раза ржаной муки, потому что урожай плохой был в том году. Ну, если вот поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства у нас же выросла, если эта поддержка сохранится, то на социальные хлеба мы цену сможем сохранить. Оставить на прежнем да. уровне. Ильнур, а вот ты сказала о том, что поставщики повысили цены, да? Может быть, вы теперь уже ищете какие-то альтернативные виды поставки? Ну, мониторим рынок все равно. Смотрим тоже других поставщиков, какие цены предлагают, какое качество. Если цены и качество нас устроят, тоже на одном поставщике тоже мы не сидим. А вот в данный момент вы откуда возите муку? На данный момент в основном из набережных Челнов. Это алюминиевая наша цистерна для перевозки для муки. Такой муковоз в округе 150 километров. У других нет? У других конкурентов, конкурентами их не назвал, у коллег такого муковоза нету. Наши БХМ это как на городах-миллионниках, такая же система стоит. Подытожив, да, наш разговор, хочу все-таки спросить, вот этот период карантина, период пандемии как-то сказался на вашем бизнесе? Ну, мы особо не ощущаем влияние самоизоляции, потому что потребление пищи – это, скажем, базовые потребности человека. Человек без пищи не может. Он может, допустим, ту же одежду год, второй, третий носить. А пища нужна каждый день. Пища нужна каждый день, да. Как говорится, Рамазан икмеге, кризис не страшен. Сергей Дмитриевич, biz mine bugün biriga Ramazan икмеге хлеб заводы турында тапшырып келдик. Siz менә аларның эшчәнлегенә нинди бәя бирә алыр идегез? Мин бу компаниянең эшчәнлегенә только бик яхшы гына бәя бирә алам, чөнки алар бүгенге көндә 10 тоннадан артык икмәк җитештерәләр көн саен, тәүлек саен. Инде аларның ипиләрен, аларның продукцияларын бик яратып, үзебезнең район эчендә генә түгел, хәтта инде Киров өлкәсенә дә генә алар чыгаралар, күрше районнарга да чыгаралар. Инде алар бер урында гына басып тормыйлар. Әле менә бик күп еллар ташландык хәлдә яткан зур гына бинаны алып 4000 квадратлы метр элекке сельхозтехника бинасын, аны да зур масштаблы реконструкциялар ясап чыктылар. Бүгенге көндә инде алар оборудованиеларын заказ иттеләр. Менә көтәләр шул арада киләчәк заманча, яңа, көчле, бүтән заман таләпләренә туры килә торган оборудованиелар куячаклар. Аларның эшчәнлегенә тагы зур, көчле импульс бирәчәк дип әйтәсе килә.